представляем идеи и вообще технические решения по озеленению крыш и стилобатов подземных паркингов. Эта московская компания Рустаму Миниханову показывает технологию благоустройства и озеленения городских пространств. Их проекты можно увидеть в Иннополисе и здесь, в IT-парке имени Башира Рамеева. Это вещи очень актуальные для городской застройки, для уплотнительной застройки, когда решаются вопросы благоустройства в стесненных условиях. То есть это новые дополнительные пространства, которые мы можем получить за счет грамотного, рационального использования крыш. Данная концепция включает в себя 7 домов. На выставке представлены передовые идеи, технические решения и стройматериалы, которые способны украсить исторические территории. Каждая экспозиция в центре внимания Рустама Миниханова. Принцип работы какой? Он фиксирует и затем... Да, это фиксирует. Здесь, получается, у нас идут хомуты. Этот казанский завод предлагает современные решения вечной проблемы в центре городов, устаревших коммунальных сетей. Инструмент ручного монтажа безнапорных труб диаметром 500. Он предназначен для тех условий, где невозможно использовать строительную технику. Следовательно, доступ к трубам ограничен. Форум собрал лучших архитекторов, урбанистов и застройщиков страны. Это 2000 человек из полусотни регионов России, а также онлайн из Китая, Турции и Белоруссии. На пленарном заседании обсуждают, как сохранить исторические центры городов. По видеосвязи к участникам обратился Марат Хуснуллин. По словам вице-премьера, главная задача застройки таких территорий – баланс между сохранением исторического наследия и ее интеграцией в городскую среду. Мы должны сохранить в максимально первозданном виде уникальные исторические памятники архитектуры. Мероприятия не случайно проходят в Казани, в городе с успешным опытом развития центра. Надеюсь, что итоги форума внесут значительный вклад в развитие комфортной городской среды без ущерба объектам исторического наследия. Исторические центры имеют высокий потенциал, нужно содействовать их развитию. Об этом говорит уже Рустам Миниханов. Он подчеркивает, архитектурным вопросам в Татарстане особое внимание. Сегодня в республике 3 объекта ЮНЕСКО, 11 исторических поселений регионального значения и 2 федерального. В Татарстане работает межведомственная комиссия, которая курирует вопросы реставрации памятников. Наряду с повышением комфорта жителей растет и популярность турмаршрутов, а значит идет вверх и экономика этих территорий. Если правильно все структурировать, организовать, это серьезная инвестиционная привлекательность. Сказать, что мы сразу к этому пришли, наверное, не так. Все начиналось не очень радужно. И вот мы начали вместе с мэром, вместе с Балтусовой. Понятно, это не в один день. Выработали какие-то правила игры, пригласили людей, которые могут обосновать, как это сделать лучше. И я считаю, что за это время исторический центр Казани, он является примером и для других наших исторических объектов. По словам Раисы Республики, важно не просто консервировать архитектурные памятники, но и сделать их привлекательными для туристов. Многому власти региона научились на этапе вхождения Казанского Кремля в список ЮНЕСКО, отмечает Рустам Миниханов. Работать с ЮНЕСКО – это соблюсти очень много правил и требований. Но когда мы начали работать с 2010 года по Свияжску, по Булгарам, этим делом в каждодневном режиме занимался наш первый президент Ментимир Шарипович. Конечно, много чему, наверное, это нас немножко преобразило. Импульсом к развитию городского облика послужила и универсиада. Создан Институт развития города, который определяет градостроительную политику. Мы приросли благодаря президентской программе общественных пространств. Казань за 10 лет выросла в 3 раза по паркам и скверам. Это все в жемчужину исторического центра. Конечно, я лично наблюдаю Казань, ее трансформацию с 2000 года. И, конечно, она не всегда была такой гостеприимной, туристической, белой, красивой. Это, конечно, большой труд руководства республики и железная воля. По словам федеральных специалистов, вопрос охраны культурного наследия пока так и не решен на системном уровне. Как говорят, нельзя допускать в ходе стройки повреждения или утраты архитектурных памятников. Есть такое понятие в медицине залечить до смерти, я извиняюсь. Тут самое главное не наделать правил таких, что у нас сохранение объектов культурного наследия будет приводить
к их утрате. Это самое главное. По итогам форума планируют создать совместный меморандум, в котором отразят все недостатки действующих законодательных и практических механизмов. Рамиль Галиуллин, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань.